Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24 в студии Татьяна Рамазанова. 15 августа на прямом разговоре, который проводил в Рио главы Республики Тыва Владислав Хавалык, несколько вопросов были заданы по скоростному интернету и обозначились проблемы Терехоль, Мангун-Тайга. Сегодня у нас в студии об этом мы говорим с заместителем министра информатизации и связи Республики Тыва Дана Даваевичем Айма. Здравствуйте, Дана Даваевич. Здравствуйте. Итак, обозначились проблемы. Терехоль, Мангун-Тайга. Нет интернета. Как вы помните, в рамках федерального проекта подключения лечебно-профилактических учреждений до села Мугураксы Мангун-Тайгинского окружна интернет был подключен в 2018 году. В текущем году доступ к сети интернет получил Сумон Толайлых Мангун-Тайгинского окружна. Кроме того, в районном центре присутствуют все операторы связи, это МТС, Билайн, Теле2 и Мегафон. Кроме того, по поручению временно исполняющей обязанности главы Республики Тыва, нами проработан связь информ, и до конца августа текущего года будет установлен дополнительное станционное оборудование, которое позволит обеспечить доступ широкополосному сети интернет 64 домохозяйств. Что касается населенных пунктов Сумона, таких как Кунгуртук и Кызылхая Мангун-Тайгинского окружна, нами прорабатывается с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством цифрового развития, связи, массовой коммуникации о подключении к сети интернет заповедников, находящихся вблизи указанных населенных пунктов, что в конечном счете появится возможность доступ к высокоскоростному сети интернет до указанных населенных пунктов. Дана Даваевич, я знаю, что ваше министерство работает по национальному проекту «Цифровая экономика». Да, действительно. С 2019 года по 2021 год в целом по Республике Тыва реализуется проект информационной инфраструктуры национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках данного проекта за 3 года мы должны обеспечить до 408 населенных пунктов доступом к сети интернет. Основным исполнителем и подрядчиком данных работ выступает наше предприятие, акционерное общество «Тыва-Связь Информ». А финансирование – это федеральные средства? Да. Заключен государственный контракт между Министерством цифрового развития, связи, массовых коммуникаций и акционерным обществом «Тыва-Связь Информ». Дана Даваевич, по сравнению с другими регионами, допустим, которые похожи на Республику Тыва, отдаленные Кажуны, как вы бы могли охарактеризовать обеспеченность интернетом наших поселков, сел и сумонов? В силу географических особенностей расположения Республики Тыва на нашей территории очень много населенных пунктов. Они находятся в труднодоступных местах. Ну, то есть, если сравнить с другими регионами, да? Наш регион сравнить с такими регионами, как Саха, Якутия, Красноярский край, ну, то есть это северная часть, да, Ямало-Ненецкий автономный округ и так далее. Вот с этими регионами можно сравнивать. Но по сравнению с нами в указанных территориях, которые я обозначил, да, в Якутии, у них действует
отдельная программа, отдельное субсидирование, так как кроме того, что они являются крайним севером указанных населенных пунктов, территории, они относятся к зонам Арктики. И в соответствии с положением порядка предоставления субсидий из федерального бюджета, они получают субсидии из федерального бюджета. Но в целом хочу отметить, что 90% населения Республики Тыва в настоящее время имеет доступ к сети интернет. Данный показатель был достигнут за счет реализации таких проектов, как устранение цифрового неравенства, подключение к сети интернет лечебно-профилактических учреждений, а также национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Данные проекты были реализованы, возможно, в короткие сроки, и в текущем году будет завершен. Спасибо, Данат Даваевич. Будем надеяться, что в скором времени вот в те населенные пункты Мангун, Тайги, Терехоль интернет обязательно придет. Ведь вы используете современные оптоволоконные системы. Да. Спасибо, что вы пришли к нам на эфир. Это была программа «Интервью дня». И сегодня в студии об обеспечении интернетом населенные пункты республики мы говорили с заместителем министра информатизации и связи Республики Тыва Данат Даваевичем Айма. Спасибо. Спасибо.